Всем привет! Тема сегодняшнего урока – это неопределенная форма глагола. На казахском языке она звучит как «тувык стык». Давайте разберемся, что такое неопределенная форма глагола. Это такая форма глагола, когда нам неизвестно, кто выполнил действие и когда это действие произошло. Допустим, у нас есть глагол «читать». Действие происходит, но когда оно происходит, нам неизвестно. То есть в настоящем времени это действие происходит, в прошедшем или будет происходить в будущем времени. То есть время у нас не определено. И также мы не можем определить, кто это действие совершает. Итак, давайте разберемся, как образуется неопределенная форма глагола в казахском языке. Она образуется путем прибавления аффиксов «у» и «ю». В отличие от русского языка, неопределенная форма глагола в казахском языке может обозначать не только действие, но также может обозначать процессы состояния. Допустим, у нас есть глагол «оку» – «учить», и также это слово может перевестись как «чтение», то есть мы находимся в процессе чтения. Теперь давайте разберемся, когда прибавляются аффиксы «у» и «ю». Если слово заканчивается на гласные буквы «и», то при прибавлении аффикса «у» они отпадают, и к слову присоединяется аффикс «у». Как видим на примере, возьмем глагол «ок», переводится как «учи». Чтобы образовать неопределенную форму глагола, мы должны прибавить к этому слову аффикс «у». Мы его прибавляем и букву «и» отбрасываем. Получается, неопределенная форма глагола будет звучать уже как «оку» – «учить». И как видим, данное слово мы можем еще перевести как процесс действия, то есть чтение. И можем сказать, что какой-то человек находится сейчас в процессе чтения книги. А если слово заканчивается на «и» краткое, то прибавляется аффикс «ю». Возьмем для примера глагол «жай» – «разбросай» или «развешай». Прибавляем аффикс «ю» к этому слову, и краткое у нас также отбрасывается, и получается глагол «жаю» – «разбросать». И также этот глагол можно будет перевести, что это процесс действия какое-то, разбрасывание. Также он еще переводится как «развешивать», а процесс действия будет звучать как «развешивание». Также к неопределенной форме глагола могут прибавляться следующие окончания. Это личное окончание, притяжательное окончание, падежное окончание и окончание множественного числа. Когда будем проходить времена глагола, данное окончание нам понадобится, которое мы проходили в предыдущих уроках. Ну а на этом данный урок завершен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем уроке.